Здравствуйте, дорогие телезрители! Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет об охоте на лося. Давайте вернемся назад и начнем все по порядку. Герой сегодняшней передачи Анатолий Макаров, таксидермист, художник, обладатель многочисленных республиканских и государственных званий. Вы с ним знакомы по фильму о рыбе, вошедшей в историю. Тогда он из чира весом около 10 килограмм сделал чучело для краеведческого музея села Аюсардах Среднеколымского улуса. Анатолий Данилович родом из села Эльгей Сунтарского района, занимается своим любимым делом уже больше 40 лет. В настоящее время заведует отделом таксидермии в Зоологическом музее Северо-Восточного федерального университета. С детства тесно связан с природой. Как он сам говорит, эта не работа его обязывает выезжать в тайгу или тундру, а скорее его привязанность к природе, которая привела Анатолия к профессии таксидермиста. С раннего детства я рос в тесных отношениях с матерью природой. Отец брал меня с собой на утиную охоту, когда мне было всего 3-4 года. Помню те дни, будто это было вчера. С тех пор животные и птицы мне стали интересны. Я наблюдал за происходящим в природе и со временем научился понимать природу. Я с ранних лет любил рисовать, и мой учитель, Борис Николаевич, давал задание делать для музея картины. Постепенно, хорошо познакомившись с ним, в 1974 году я стал работать в музее лаборантом. С тех самых пор я увлекся профессией таксидермиста. К таксидермисту обращаются многие охотники, желающие сохранить на память свою лучшую добычу. Между прочим, в нашей республике в последнее время стремительно развивается трофейная охота. С древнейших времен трофеи свидетельствовали о мастерстве и мужестве охотника. Профессия таксидермиста предполагает частые поездки. В одно из путешествий с Анатолием Макаровым отправилась и наша съемочная группа. Пункт назначения – город Среднеколымск. Этот небольшой городок с населением в 3500 человек встречает нас не впервые. Если в прошлый раз мы были на Колыме летом, то нынче на улице стояли солнечные дни сентября. Анатолия Даниловича в городе ожидали кое-какие дела. Именитый таксидермист уже много лет сотрудничает с Улусным краеведческим музеем. Он предоставляет экспонаты и диорамы отделу природы. Я стараюсь, чем могу, помогать этому музею. Предоставляю некоторые экспонаты.
В этом Среднеколымском краеведческом музее отдел природы почти заполнен. Местные мне помогают в работе, и в благодарность нынче хочу закончить здесь начатое. Каждый год стараюсь сделать для музея что-то новое. Например, 2 года назад предоставил и смонтировал чучело Чубуко. Так как раньше в окрестностях Березовки, на горе Чубукулах, обитали эти бараны. Приезд в Среднеколымск для Анатолия многое значит. Он надеется сам собственноручно добыть лося, из которого изготовит трофейный экспонат для музея. И вот настало время выезда на дикую природу Средней Колымы. Недалеко от города, с правой стороны реки, находится озеро Андылах. Посмотрим на него с высоты птичьего полета. Здесь водятся практически все виды рыб, которые обитают в Колыме. Друг Анатолия, Александр Слепцов, рыбачит здесь уже много лет. И он с нетерпением садится на фирменную колымскую ветку и пускается вплавь. Вот там чир, бестях. А это чир. Попался на 5. Он довольно жирный, не правда ли? А вот и карась. Еще один карась попался. Небольшой карась. Окунь. Некоторые очень любят эту рыбу. Из этой рыбы можно готовить практически все. И уху, и прочие блюда. Пока Александр проверял сети, на небе долго кружилась большая стая речных уток. Это, скорее всего, местные птицы, то есть те, что родились на этом водоеме. По плану, после проверки сетей намечается охота на уток. Поэтому пора возвращаться. Анатолий, наверное, заждался. На обратном пути мы услышали выстрелы. Это стреляет Анатолий Данилович. Он уже добирает подранка. Есть. Значит, обед из утятины обеспечен. А вот и вторая утка. Двое замечательных зрелых свиязей. Хороший улов и добыча водоплавающей дичи – отличный результат. Пока местные ребята занимаются своими делами,
Анатолий решает разведать озеро. Мы направляемся на ту сторону озера, где собираются утки. Если они там, мы постараемся подкрасться к ним. Дни стоят солнечные. Гусь еще не полетел, поэтому птиц немного видели. А гусей и не встречали. Впереди мы увидели стаю уток. Сейчас выйдем на берег и постараемся подкрасться к ним. Утки то взлетают, то садятся. Они очень насторожены. Надо идти тихо. Там впереди нас села еще одна стая. Попробуем подойти. На самом деле хорошее место для подхода. Ну, пошли. Наш герой носит маскировочный костюм леший. Этот камуфляж только с виду тяжелый. На самом деле в нем достаточно удобно. Он не промокаем и обработан антибликовой пропиткой. В таком костюме осенью человек в лесу и вправду сливается с окружающей средой. Подкрадываться с леса очень трудно, особенно когда водоем находится близко и повсюду сухие ветки. Нужно постараться идти бесшумно. А вот и взлетели первые утки. После выстрела Анатолия 2 утки отлетели всего-то ничего и снова сели. Кажется, одну ранил. От звука выстрела все утки озера взмыли вверх. Мы попытались подкрасться, но утки оказались очень осторожными, как будто подготовились заранее. Одного все-таки взяли. Один там сел. Мы его еще поищем. А вот и добор подранка. Это Чирок-свистунок. Довольно неплохой результат. На обед в полевых условиях вполне достаточно. Сентябрьское утро Средней Колымы выдалось туманным.
Пришло время отправиться за основным трофеем – колымским лосем. Придется проделать немалый путь, чтобы добраться до заветного озера. Где бы ни останавливалась команда, на берегах повсеместно можно было заметить следы хозяина тайги. Как говорят местные, медведей в последнее время стало очень много. В этом году, благодаря хорошему урожаю ягод, случаев приближения медведей к населенным пунктам мало. Несколько лет назад из-за пожаров и недостаточной кормовой базы медведь представлял большую опасность для населения. В Центральной Якутии нынче весной этот зверь нанес большой урон скоту и домашним животным. Мне кажется, нужно как-нибудь урегулировать численность медведя. Меры, по-моему, должны принимать ученые и охотхозяйство. Медведь слишком опасен и для человека, и для скота. Последний рубеж пути через озера был проделан на резиновых лодках. Съемочная группа вместе с таксидермистом добираются до места охоты поздно вечером. Во время вечернего чая на небе появляется зеленая полоска. И все понимают, это северное сияние. Как говорят местные, это хороший знак. После увиденного уставшие путники идут отдыхать в палатки. Благо, погода того позволяет. Утро выдалось ясным. Первое, что мы увидели, на утренний водопой зашел взрослый лось. Но он далеко. А совсем рядом плавают утки. Пока мы любовались лосем с левой стороны озера, справа на водопой зашла крупная самка. Было принято решение попробовать подплыть поближе к самке для съемок. Хорошие кадры, отличное начало дня. Солнце стремительно поднимается вверх. До вечерней зорьки зверей на озере не должно быть, и команда решает разведать озеро целиком. И вот во второй половине дня вдруг на противоположном берегу появляется лось.
Анатолий решается начать охоту на него. Нужно добраться до островка выступающего леса с левой стороны. На удивление, лось собирается переплыть именно на этот мыс. Надо плыть как можно тише. Зверь на самом деле не ждет опасности из воды, поэтому он не должен испугаться лодки. По правилам охоты с лодки стрелять категорически запрещено, поэтому Анатолий спешит на берег опередить лося. Идти тихо очень сложно. Везде сухие ветки и коряги. Вот он. Лось смотрит прямо на Анатолия. Одно неосторожное движение, и он уйдет. Скоро, думаю, догоним. Большой, хороший экземпляр. На крайний случай у нас есть собака. Найдем, надеюсь. Ранение было серьезное. Уже вечереет, а лося надо найти сегодня. Однозначно он ушел недалеко. Торопя раненого зверя и услышав шорох, мы рванулись в сторону Тальников. Вот он. Это неплохой экземпляр лося. По мнению местных ребят, ему около 5 лет. Я глубоко признателен колымчанам за то, что они всегда помогают нам. В этом году я должен принять участие в выставке и приехал в эти края ради трофея. И очень рад, что достиг своей цели. После добычи зверя обязательно заполняется разрешение. Этот трофей, надеемся, будет достойным экспонатом в музее. Пожелаем Анатолию Даниловичу дальнейших творческих успехов. И мы рады, что он, несмотря на свой солидный возраст, один идет на такую сложную охоту, как охота на лося. Ну а наша передача, дорогие телезрители, подходит к концу. До свидания, до скорых встреч!